почему расстаться все же нам пришлось. Ну что же, сегодня был очень насыщенный день. Не успели мы приехать, изучить, так сказать, обстановку в новом населенном пункте. Ну, как же нам не покушать? Щедрая хакасская, да, земля, шашлычки, салатики. Но сейчас подкрепимся, энергией зарядимся и снова в бой, да, Денис Павлович? Да. Приятного аппетита, друзья! Приятного аппетита! Добровольцы-комсомольцы из Республики Тыва приехали поддержать красного губернатора Хакасии. Работаем по районам республики, селам и деревням. Ну что, друзья, вот так и ездим. Уже отъехали от районного центра, где у нас, в принципе, штаб нашей команды Кызыл-Сылдыс. Вот так ездим по республике Хакасия. На данном участке уже гравийная дорога протяженностью мы уже проехали 54 километра. Осталось еще 22 километра. Нас ждет один из населенных пунктов, где мы будем проводить сейчас агитацию и встречаться с людьми, ну, кого мы встретим. Поэтому у нас закреплена именно эта территория. И я уверен, что у нас все получится. В данный момент мы разделились. Одна команда осталась работать в одном месте, ну а мы, соответственно, с ребятами едем вот по этой территории. Пока ни медведи, никого не видели, но территория достаточно интересная. Гравийная, сами видите. Вот так и ездим. Это прекрасный опыт для каждого человека, который интересуется общественной жизнью как своего родного края, так и тех краев, которые находятся по соседству. Почему? Потому что опыт общения с людьми, с избирателями, которые такие же, как и мы все, у них у всех свои мечты, надежды, предпочтения. И когда общаешься напрямую с народом, понимаешь, чем дышит край. И находишь что-то общее у себя в своем сердце. И ты понимаешь, что с людьми гораздо проще общаться, когда вы фактически на одной волне, такие же простые рабочие люди, как и они, как и мы сами. Дорога очень мягкая, несмотря на то, что гравийка. Дорога ведет в Усть-Тунгужуль. Ну, классно, классно. Даже не чувствуется, что едем по гравийке. В Хакасии такие большие стада крупного рогатого скота, ну, коров, попросту говоря. Показывает то, что сельское хозяйство в республике все-таки развито. Мы своими глазами воочию это можем наблюдать. Ну что, парень, пропустишь ты нас? Друзья. Все пропустил, как бы не стал злиться. Нет, на самом деле, честно вам скажу, это одна из немногих территорий, где я вижу реально большое количество крупного рогатого. Ты маленький, крупного рогатого скота. И реагирует, кстати, довольно спокойно. Ну да. Ух ты, смотри, какой стоит. Короче, ребят, вот так и едем. Агитация и пропаганда. Не, реально очень много коров. Это прикольно. О, стоят. Ну что, пропустите нас? Эх, придется объезжать. Так, объехал. Вон они, травку жуют. Можно было взять. Смотрите, сколько их. Много-много. Не, реально в Хакасии, я честно вам скажу, это, конечно, что-то. Это круто. Мы находимся в Усть-Тунгужуль. Приехали, будем агитировать, общаться с людьми. За Валентина Олеговича будем рассказывать, как он проводил работу, какие видит в дальнейшем планы. В общем, мы двигаемся в Ширинском районе и, соответственно, общаемся с людьми. Огромное количество избирателей нас ждет, не дождется. Тюльгючуль пильтери. Усть-Тунгужуль. Но природа здесь космос, да, пацаны? Да, кстати, приятный аромат цветущего. А пахнет как вообще просто жалко, топ. на камере это не передать. На камеру. На камеру. Да, бывает. Смотрите, какая красота. Луч солнца золотого мы агитируем. Ну, такие дома тоже есть, да, Денис Павлович? Все, поперли, ребята. Попадаются, конечно, во время агитации в районах отдельные персонажи, мягко говоря, им плевать на то, что какие улучшения сделал Валентин Олегович, то, что сократил коммерческий долг
Да не только. Там, короче, Или не начинаешь только, им на самом цифры деле. приводить, да, и говоришь, и почему против, давайте хотя бы, ладно, у вас, допустим, есть свой кандидат, да, вы определились, это здорово, норм, но можно узнать, почему, да, иногда просто ты не И получаешь всё, ответа, и там просто по И барабану. там ступор, по Да, большому все счету. как бы, да, есть Нечего такие. сказать даже за кандидата. Есть такие, но в этом-то и суть агитации, когда не все так хорошо в плане того, что, смотрите, что вот Шира, смотрите, вот так мусор и валяется, вот так здесь работает, видимо. Региональный оператор, прежде всего. Ну вот такие вот дела, видите, грязь, мусор и собаки. Вон наши агитаторы ходят, уже с кем-то разговаривают. Солнце вовсю светит, а мы уже прошли 3 больших улицы. Ну и, соответственно, коллективная работа выглядит так. АПМщик, я, короче, вот так все складываем. Еще один залез вон на машину, тоже складывает. Чтобы зря не терять время, оперативно все быстренько здесь пройти. Вот мы, соответственно, куда ты спрятался? Привет. Здорово. Да, вот так вот, в принципе, мы на месте все и делаем. И сейчас вот поедем дальше. Так что как-то так. Че сейчас, куда ты пойдешь? Пойду заниматься прямыми обязанностями, агитация, пропаганда. Вот у нас все материалы подготовлены. Короче, Пойду по вон улицам туда, напрямую. по всей этой улице. Кто будет стучаться, какие люди будут, а мы уйдем вон туда налево. Поэтому вот, в принципе, все разложено. Ребята подготовились. Что же, понеслась. Здесь оказалось большое количество вот таких домов. Ну и вот так кошечка, видите? Ну, классика жанра. Это называется классика жанра. Когда никого нет, не с кем поговорить, выйдут люди и спокойненько почитают наши газеты. Мы, молодые коммунисты, помогаем нашему товарищу. Я вот про него думаю, эти уже все уже, это, пусть молодой заново возьмет по работе. Абсолютно верно. Представляете, бюджет в 2,5 раза республики увеличил, на социальные нужды увеличил. Я читала. Да? А вы Да. здесь, да, живете, в Шира? Да. Вот как здесь. А, ну эти всё. квартиры. Но мы-то поехали сейчас дальше, тоже будем агитировать с людьми, общаться. Конечно. Поэтому поддержите, пожалуйста, Валентина Олеговича, ладно? Да. Все, всего доброго. И Ага. дочерью за него будем голосовать. Спасибо большое. Всего доброго. Иногда, чтобы дойти до той или иной квартиры, приходится выслушивать вот недовольство песику. О, Денис Павлович идет. Иди, не бойся, иди. Иди. Если что, я догоню. Фу, нельзя. Иди, Дэн, иди. Фу, нельзя. Нельзя. Иди домой. За вчерашний день мы покрыли 4 деревни агитационно-пропагандистской работы. Сейчас мы работаем непосредственно в самом поселке Шира. Территория огромная, населения много, есть с кем пообщаться, есть что поделать. Будем делать красиво, как обычно. Все, пацаны, вперед. Здравствуйте. Второй отряд агитационный в Шире. Мы выполняем свою работу качественно. Да, Ангелин. Да. Пошел 3-й день нашей работы. Мы ходим по подъездам. Отряд номер 3 справляется с работой.